Спасибо. Давай. Угу. Все. Добрый день, уважаемые коллеги. Добрый день, коллеги. Мы с Юлией Владимировной проводим сегодня для вас вебинар, который посвящен исследованию, проведенному нами в конце прошлого года. Напоминаем, что данный вебинар проходит для участников пилотного проекта по оценке качества дошкольного образования. Сразу хотим сказать, что результаты данного исследования пока еще предварительные. И будут известны где-то в марте, да, как нам обещает город Москва. Напоминаем тем, кто не входит в состав данного проекта, что Федеральная служба по надзору в сфере образования нам предложила проводить такое исследование, и проводим по когнитивному исследованию мы впервые, по когнитивному развитию дошкольников старшего возраста проводится впервые, в прошлом году проводилось, а так проводилось уже несколько лет по развивающей среде. Исследование по когнитивному развитию дошкольников проводится совместно с издательствами. Это издательство просвещения и национальное образование. Да, город Москва. Разработчиками была проведена серия обучающих вебинаров. Все специалисты, которые были причастны к проведению исследования, они прошли данные вебинары и получили сертификаты по итогам прохождения аттестации. Если кому-то интересно, то подробности данных вебинаров есть на сайте Института исследования качества образования. Вы можете с ними познакомиться самостоятельно. Кроме того, разработчики предоставили специалистам по диагностике пакет диагностических материалов. Название данных пакетов вы видите, и количество страниц тоже, год издания, он, в общем-то, прошлого года. Да? Но сразу хочу сказать, что самая главная цель данного исследования – это апробация именно вот этого комплекта, который перед вами представлен. Поэтому, в общем-то, самое главное – насколько удобен этот комплект для использования остальными сотрудниками в дальнейшем. И насколько он эффективен. Да. В Республике Коми издан приказ Министерства образования, в котором вы видите уже цель, которую мы только что озвучили. Самое главное здесь это апробация, проведение самого исследования качества именно когнитивного развития дошкольников. И сбор, анализ результатов, отправление их в федеральный центр. Согласно данному приказу, у нас 8 дошкольных образовательных организаций приняли участие в данном исследовании. И участвовали из этих садов дети старшего дошкольного возраста, родители которых дали письменное согласие на проведение исследования. Без согласия родителей дети не вовлекались в исследовательскую деятельность. В каждом детском саду в старшей группе выделялось для исследования, происходил такой отбор 15 детей. В некоторых садах по причине болезни детей было меньше. Допустим, 14 человек было в садах, в которых я проводила исследования. С целью качественного проведения исследований были определены основные функции специалистов, которые были вовлечены в проведение исследования. То есть по функционалу это был региональный координатор, специалисты по детской диагностике, координатор по образовательной деятельности, воспитатели и, конечно же, родители, с согласия которых все это и проводилось, исследование. Также в проведении исследований принимали активную роль воспитатели дошкольно-образовательных организаций, которые нам всячески помогали в организации исследования. Региональный координатор выстраивал работу всех специалистов, вовлеченных в проведение исследования, связывал нас с разработчиками НИКО. Также хотим сообщить, что региональным координатором является Светлана Николаевна Штекляйн, наш первый проректор. И на сайте КРИРО
создана у нас вкладка, да, специальная, где размещены были все нормативные документы, да, касающиеся данного исследования, которые вы также можете изучить, да, посмотреть. Координаторы от образовательных организаций, они, в общем-то, занимались самой организацией проведения исследования на базе данного сада, в который мы выходили. Также они работали с родителями и воспитателями, чтобы обеспечить именно само исследование. Воспитатели детских садов и родители, они заполняли бланки, которые были предназначены только для них, и точно так же они вбивали электронные ведомости согласно персональным ссылкам, которые отправлены были только на их электронные адреса. Поэтому данную информацию, которую заполняли коллеги наши, мы здесь озвучить вам не можем. Мы можем говорить только о тех данных, которые проводили мы, как специалисты по детской диагностике. Мы с Юлией Владимировной и другие наши коллеги, всего 5 человек в республике, являлись специалистами по детской диагностике. Мы выходили в детские сады, проводили там исследования с детьми, заполняли бланки, бумажные варианты бланки протоколов, электронные бланки протоколов и составляли электронный отчет, апробационный отчет на сайтах, в личных кабинетах Института развития качества образования. Нами были проведены следующие исследования согласно 5 направлениям. Первое – это логическое мышление. Оно включало в себя несколько диагностических методик. Ну, например, это методики 4-й лишний, аналогии, искаженные изображения, закономерности и матрицы Равена. Каждая из данных методик, она еще делилась на несколько заданий, поэтому для того, чтобы получить более объективные данные, но цели каждой методики здесь уже прописаны, мы на них останавливаться не будем. Второе направление – это творческое мышление. Оно включает 2 методики, и это «Придумай историю со словами» и «Преврати». Одна словесная, скажем так, а другая нужно детям было некоторые добавить изображения. То есть, если можно так сказать, то это письменная методика для наших воспитанников. Уровень произвольности исследование включал в себя 2 методики, состоящих из нескольких диагностических проб. Да? Это методика шифровка, может быть, тоже она многим из вас будет известна. Методика корректурная диагностика направлена на оценку возможностей концентрировать внимание, исследовать заданные инструкции по уровню произвольности внимания. Следующий блок – это речевое развитие, которое включал в себя 3 методики. Да, это методика речевой слух, да, на проверку, да, данной способности, методика составления предложений из слов в начальной форме и методика понимания предложенных конструкций, предназначена для анализа пространственных функций ребенка. Пятая группа – это нейромоторная диагностика. Исследование включает такие пробы, как удержание равновесия, да, например, стоя с закрытыми глазами, стоя на одной ноге, да, на левой, на правой, пересечение соединительных линий тела и так далее. Вот. Часть проб заданий, согласно методикам исследований, проводилась строго в индивидуальной форме, а часть строго в групповой. Ну и во время проведения данных исследований параллельно специалисты по детской диагностике, как мы уже говорили, заполняли все данные по каждому ребенку в бумажные бланки протоколов. Некоторые специалисты могли заполнять просто в свою отдельную тетрадочку по каждому ребенку сведения, если им было так удобно. После получения данных в бумажных, скажем так, вариантах, специалисты заполняли электронные варианты бланков и, к удивлению для себя, обнаружили, что это занятие очень трудоемкое, потому что хоть и электронные бланки, и бумажные бланки, они почти совпадают, но есть нюансы внесения, на которых тоже затрачивается время. Поэтому даже если группа у нас из 15 детей,
вы видите, примерное время затрачивается это не менее 20 часов. Поэтому если учесть, что рабочий день обычного специалиста и любого другого сотрудника женского пола составляет 8 часов, то, следовательно, 2-3 дня рабочих уйдет только на заполнение данных бланков, и это без учета другой работы. После того, как данные сведения были внесены, мы тоже с удивлением для себя отметили, что если в бумажном варианте протокола мы можем внести какие-то дополнительные комментарии, то есть почему ребенок сделал так или иначе, почему он отказался от выполнения задания, или почему он решил поменять цвет карандаша, хотя предполагалось по методике совсем другое. В электронном варианте мы лишены были такой возможности, то есть сведения отправлялись, ну, скажем так, в голом виде. Вы сами, коллеги, прекрасно понимаете, что не всегда, да, логику ребенка, его мировоззрение, воображение, как он считает, можно занести в какую-то фиксированную, табличную, да, протокольную форму. Да. Вот в этом была действительно сложность. Достоинствами проведения данного исследования, ну, здесь можно разделить на две градации. Это от разработчиков были проведены все необходимые вебинары, был предоставлен стимульный материал, были предоставлены тетрадки для каждого ребенка, то есть вот 8 садов, по 15 детей, и на каждого из них был предоставлен пакет диагностических материалов. Это, конечно, большой плюс в работе. Также предоставлены стимульные материалы в виде значков, смайликов, которые очень понравились детям и, естественно, побуждали их к дальнейшей работе. От дошкольных образовательных организаций следует отметить и выразить благодарность данным организациям, что практически все детские сады, участвующие в исследовании, они достойно подошли к организации и предоставлению условий, которые необходимы были для исследования. И все вопросы очень быстро и легко разрешались. Но за исключением одного детского сада, мы указывать его не будем. Единственное, что вот в недостатках мы сейчас отметим, какой минус это могло сыграть. Недостатками исследования здесь может быть то, если со стороны федерации, то это передвижение сроков диагностики, причем это такой неопределенный период. Если, допустим, когда сама методика должна была к нам прийти, это первоначальный срок стоял у нас сентябрь. Оказалось, что материалы пришли только в октябре. По результатам мы должны были получить результат в конце декабря. Сейчас мы видим, что сроки федеральная служба перенесла вплоть до марта месяца. Поэтому когда точно будут известны результаты, мы до сих пор не в курсе. Ну, ориентировочно это начало марта. Ориентировочно, да, до начала марта должны быть предоставлены сведения от федеральных служб. То, что касалось вот дошкольной образовательной организации, которая, в общем-то, не в полном объеме предоставила условия для организации диагностики. Дело в том, что были созданы в данном детском саду условия для проведения индивидуальной диагностики, был выделен отдельный кабинет, и здесь никаких претензий нет в этом плане. То, когда проводилась групповая диагностика, оказалось, что помещение для этого не подготовлено, и специалисту по детской диагностике пришлось заниматься с детьми, с половиной детей, да, с 15 человек, пришлось заниматься в групповом помещении, но понятное дело, что групповое помещение дети воспринимают как свой родной дом и уже не настолько направлены на то, чтобы показать какой-то результат своей деятельности, они больше направлены на то, чтобы показать, какая у них среда в группе создана. И, естественно, они отвлекаются на это. Поэтому здесь результаты у детей могут быть, конечно, несколько другие, как первоначально ожидали, может быть, и мы, и сами сотрудники детского сада. И родители. И родители, да. Кроме того, в этом же детском саду, опять же, не буду его озвучивать, несогласованность действий наблюдалась в том плане, что первоначально с воспитателями, со старшим воспитателем было обговорено заранее время прихода специалиста, но
в назначенное время приходит специалист, и оказывается, что дети уходят у него на экскурсию. Экскурсия минимум час, плюс дорога туда и обратно. Специалисты по детской диагностике, они все давали свои контактные данные, номера телефонов, поэтому необходимо было, конечно, заранее связаться, хотя бы в день выхода специалиста с утра ему сообщить, чтобы он пришел попозже или отодвинуть как-то даты, чтобы было удобно проводить исследования. Естественно, когда дети возвращаются после экскурсии, возбужденные, с кучей эмоций, да? После любых мероприятий, абсолютно правильно, эмоционально они подвержены к различным таким изменениям. И это тоже может сказываться на результатах диагностики. Поэтому еще раз хотим выразить такие, наверное, слова признательности тем детским садам, которые объективно подошли к данному вопросу и предоставили все необходимые условия для проведения исследования. Задания, которые вызывали у детей какие-то наиболее яркие интересы, да, либо наоборот у них сбивали деятельность, ну тут уже конкретно по некоторым заданиям, наверное, да? Да, конечно же, коллеги, вы, наверное, понимаете, что это прежде всего это творческая, да, вся группа заданий, развитие творческого мышления, как, например, преврати фигуру или животное, сериация с разными наклейками, да, то есть сериация по размеру с наклейками. То есть вот еще был такой у нас наглядный материал, наклеечки, конечно, они у детей вызывали особый такой радостный интерес, активность. Вот это им наибольше вызвало интерес и больше всего понравилось. Ну, это, наверное, неудивительно, да, поскольку все-таки мышление у нас детей наглядные, поэтому любая наглядность вызывает у них больше интерес. Задания, вызвавшие у детей наименьший интерес, это шифровки, корректурные диагностики, стандартные зрительные фигуры и задания на слух, которые шли без картинок. Задания, которые все дети решали очень быстро. Это наложенные изображения, перечеркнутые изображения, дорисованные изображения и закономерности, классификация, творческие задания на дорисовывание предметов. Задания, вызвавшие трудности у большинства детей. Например, продолжи ряд, шифровки, корректурные диагностики и задания на слуховую модальность, да, то есть третий лишний, буквенное изображение, диагностика речевого слуха, составление предложений. Тут, может быть, следует поговорить, что речевой слух – это задание на память, то есть детям предлагается несколько слов, которые нужно запомнить. 3 раза детям повторяется, и потом они должны произнести. Вот, задание с непонятной инструкцией, которую детки приняли не сразу. Да, это 4-й лишний, был непонятен вопрос детям, не все вопросы были понятны детям. Задание, позволяющее дифференцировать детей по возрасту. Значит, быстрее всего решали старшие ребята, медленнее, конечно же, детки помладше. Да. Мы все прекрасно с вами знаем, что разный возраст, да, растяжка возрастная в старшем дошкольном возрасте. Не было таких заданий, решение и правильность совсем, где решение и правильность, да, независимо от возраста и пола. Кроме того, ребята дополнительно посещали кружки, секции, в том числе школу будущего первоклассника, и они выполняют задания быстрее. Задания, в которых критерии оценки вызывали сомнения. Значит, да, логику неправильных ответов зафиксировать было просто невозможно. То есть мы-то в своих бланках бумажных могли это зафиксировать, а в электронной бланке нам этого делать не позволяли. Поэтому объяснение ребенка, то есть мы так выразились, логика неправильного ответа, то есть объяснение ребенка мы не могли передать федеральной службе, просто по, видимо, так техническим причинам. Хотя у нас потом собрали все электронные, бумажные варианты, и будет сверка этих документов, поэтому, возможно, тогда больше прояснения будет у федеральных служб, что же все-таки имелось в виду у нас под теми конкретными заданиями. Правильным, опять же в кавычках, да, правильным считается ответ шаблонизированный, то есть ребенок должен ответить именно так, как заложено авторами диагностики. Хотя у деток были очень интересные, логически выстроенные ответы, и это действительно вызывало интерес, и наш интерес как специалистов по диагностике.
Некоторые ответы были очень оригинальные, мы старались их внести, но в отчетах в наших, да, в электронных. в отчетах в электронных апробационных мы, конечно же, их указали, да, чтобы хотя бы где-то, да, это было как-то освещено, донесено до разработчиков. Ну и задания, в которых нам, как специалистам, было сложно как-то понять, как же все-таки оценить сведения, полученные от ребенка, это задания, в которых более творческого характера, допустим, задание «Преврати», и там пункт оригинальности. Не вполне ясна формулировка самих заданий, да, то есть как обработать правильно результаты ребенка. То есть у нас иногда складывалось двоякое впечатление, то ли в одну сторону оценить, то ли в другую сторону оценить. Конечно, мы исходим из того, в общем-то, как и на ЕГЭ, в пользу ребенка, но как решат специалисты федеральных служб, нам сложно об этом сказать. Ну и в связи с этим комментарии, которые у нас еще возникают, на сами наклейки. Некоторые детки с трудом их отклеивали. Наклейки, они небольшого формата, где-то размер 4 на 4, но, видимо, не у всех детей хорошо развита мелкая моторика, и подцепить саму наклейку, даже если эксперт показывает, что нужно надломить немножко для того, чтобы проще отодрать наклеечку, детям не всегда это почему-то доступно. Затем вот наклейки. Детки наклеили, но они сами увидели ошибку, которую допустили. Они уже переклеить не могут. Да, и это у них, конечно, вызывает некоторый шок у самих и беспокойство. Поэтому в некоторых тетрадках так получилось, что дети отдирали с усилием, да, эти наклейки и пытались переклеить в другое место. Поэтому в этом, конечно, есть сложность. Переворачивать. У нас были такие пособия, они в виде календаря оформлены, и лист перелистывается. Настольные, да? Настольные, формы, да. Переворачивающиеся. Для индивидуальной работы. Но наши детки, они настолько активные, настолько контактные, что они хотят сами действовать. Ну и в силу возраста как-то, да, это было еще для многих из них, да, понятным таким явлением. Когда они хотели сами все это делать, переворачивать, и с нами входили в такой активный, живой, доброжелательный контакт. Поэтому, когда большое количество детей пытаются перевернуть вот этот перелистной картинки, то иногда вот сам материал, он приходит в негодность. Это, наверное, нужно отметить как минус данного самого измерительного материала. В заданиях на сериацию некоторых детей избивали такие моменты, как вот рисунки, да, предметы. Они все одинакового размера, размер рисунков, он маленький, где-то примерно 3 на 3 сантиметра. И ребенку не всегда понятно, кошка это большая, котенок. Просто это. Не всегда художественный образ, который был передан, да, на картинке, он действительно как бы вот соответствовал, скажем так, какой-то физиологической истине, да. То есть можно было запросто спутать и маленького котенка с взрослой, например, кошкой, да. Вот. Точно так же, например, там, с домиками, да, вот такие вот были вопросы. И детки очень часто задавали, да, вопрос, а какой породы эта собака, да, чтобы понять, например, как именно, да, в сериации поставить ее. Котенок это, например, или кошка, да, какой это дом. Да. Вот такие вот вопросы, конечно, сбивали, да, немножечко детей. А мы, как эксперты, подсказать не имеем права, поэтому дети, конечно, раскладывали в своем порядке, вот как они придумали. Допустим, это у меня орел, да, птица большая, хотя она вроде по картинке не похожа, но у ребенка сложился такой ассоциативный ряд, и поэтому он выложил его совсем в другую последовательность. Потом детки, видите, современные, конечно, они очень много знают, и если разработчики изначально думали, предположим, да, что улитка, да, должна быть самым маленьким, да, представителем, да, вот этой животного вот этого мира, а детки предлагали нам такие интересные сведения, что самая большая улитка достигает полуметра, да, вот, и она никак не может быть самым маленьким представителем. То есть вот такие вот вопросы детей, да, их знания, их кругозор, конечно, они мешали и им самим, да, и затрудняли нашу работу, да, как специалистов, да, по диагностике.
Сложно сказать вот тоже, что мешали, да, потому что мешали это вроде как опять наш шаблон. А это все-таки кругозор ребенка, и он оказался значительно шире, чем предполагалось разработчиками изначально. Ну, да. Задание следующее, последовательность временная. Было представлено 4 картинки, которым необходимо было ребенку выложить последовательность роста, точнее, наверное, посадки, да, растения и его роста. Но сами картинки, они были с ошибками. То есть на 2 картинках были ростки, один побольше, второй поменьше, на 2 картинках ростков не было. Дети выложили именно в той последовательности, что сначала ростков нет, а потом они появляются. А разработчиками был предложен несколько другой вариант. Они шли по глаголам. То есть посадил, полил, выставил на солнце, да, точнее выставил на солнце, полил. Ну, то есть у них совсем другая последовательность была, поэтому в этом задании тоже у многих детей могут быть не те результаты, которых нам бы хотелось. Но это уже вопрос к тому, что материал был вот по данному заданию не очень качественный. Задание на понимание предложных конструкций. То есть это задание, где детям нужно было учесть сами предлоги. За, над, возле, между, где-то там в других еще местах. Сами картинки тоже были черно-белые и... Не очень качественно выполнены, да? Да, не очень хорошо прорисованные, поэтому здесь дети затруднялись понять, какая картинка к чему относится и какой глагол к ней нужно соотнести. Потому что в пробном задании, ко всем заданиям идут пробные задания, и в пробном задании был цветной вариант. Там дети справились без труда. Задание к самим измерительным, замечание к самим измерительным материалам. Здесь, кроме пробно-произвольности, у нас везде просили засекать время. Нам, конечно, как специалистам, не совсем понятно это. Почему? И не совсем удобно было, да, и не совсем удобно. Потому что понятно, что скорость детей у каждого разная, и быстрота реакции у каждого разная. И если мы видим, что ребенок правильно делает, ну пусть у него больше времени затрачивается, но это же не сама цель данного исследования. Поэтому здесь мы считаем, что некоторые моменты были не очень такими, скажем так, корректными, наверное. Задания, особенно если вот задания были творческого характера, и они четкое время носили, здесь, мне кажется, вообще это, ну, не знаю, на мой взгляд, это неуместно. Задания, в которых детям необходимо было самостоятельно составить историю. Причем где-то по картинкам составляли они данную историю, где-то без картинок. Требовался зачастую диктофон. Либо предлагалось, чтобы кто-то помогал специалисту фиксировать данную информацию. Ну, конечно, в большинстве своем мы пользовались диктофоном, да, чтобы записывать. Да, но это диктофоны, к сожалению, нам не были предоставлены. Мы пользовались своими телефонами для того, чтобы как-то зафиксировать побыстрее информацию. Здесь хочется сказать, что некоторые дети отказывались от выполнения заданий, некоторые составляли только одно предложение, но они уже начинали вступать в диалог со специалистом, поэтому как оценить здесь тоже вот по одному предложению сложно, но вроде деятельность идет и нельзя написать в бланке, что это был отказ. Поэтому здесь тоже возникают сложности, но эксперты федеральной службы, они нам не озвучивали, как решить данный вопрос. Поэтому мы надеемся, что они оценят данное задание или допишут в следующих сборниках, да, как же все-таки приступать экспертам в этом случае, поступать. Некоторые задания были такого характера, что детям нужно было взять обязательно синий и красный карандаш. Нам тоже не очень понятно, для чего это было необходимо, потому что самой сути цветовой гаммы здесь никак не было отражено в самом задании. И у нас возникали такие случаи, когда дети говорили: я не люблю красный карандаш, я его брать не буду, можно я возьму желтый карандаш, я не люблю синий карандаш, можно я возьму зеленый или другого цвета какой-то карандаш. То есть самое главное, насколько мы понимаем в данном задании, это было два контрастных цвета. Два контрастных цвета, два любых цвета, лишь бы изобразить
увидеть разницу, да, тем более, что задания эти контрасте, да. Временные, то есть 1 минута на выполнение одним карандашом, другая минута на выполнение задания другого цвета карандашом. И поэтому, конечно, здесь возникают вопросы у нас, будут ли засчитаны вообще эти задания, то есть если они выполнены желтым карандашом или фиолетовым карандашом. Хотя, опять же, в бумажных бланках мы это все прописываем, указываем, но в электронных бланках мы этого отметить, к сожалению, не можем. Поэтому у нас пока еще есть вопросы к федеральной службе по этому направлению. Ну, перекладной календарь мы уже вам озвучивали, да, картинки небольшого размера, и так нам, скажем, повезло, что у нас не было деток с особенностями в развитии, потому что если бы были такие детки, они бы с маленькими картинками вообще не справились. Замечания, да? Значит, какие мы можем, да, замечания вызвать? Ну, мы уже о многих факторах, да, сказали. Вот задания шаблонизированы были, да, что не учитывают природных или климатических условий, да, нашей республики и вообще, да, регионов страны. Ну вот был, например, у нас такой пример, когда детки, проживающие в Республике Коми, в городе Воркута, например, да, где всем вам известно, да, что вечная мерзлота, дети почти вообще не видят, можно так сказать, да, деревьев. Вот. И деревьев, да, то есть небольшое количество, да, солнца, цветов, может быть, да, разнообразие какого-то птиц, да, и в методике, в оценке, получается, да, это прослеживалось иногда, да, и, следовательно, не всегда ответы засчитывались у детей как правильные, как правильные. Некоторые задания, согласно методике... Можно я тебе еще перебью? Да. Напомню, что картинки маленькие, это 3 на 3 сантиметра, поэтому яблоня там... Даже не 3 на 3, по-моему, даже меньше. Ну, где-то 2,5, ну где-то вот такого размера, небольшие, то есть они. Поэтому на яблоки сложно разглядеть. То ли это листья красненькие, то ли это действительно яблоки, это сложно понять. Тюльпаны дети многие называли просто цветы, да? Береза тоже, на самой коре непонятно, есть ли там вообще эта кора или нет, сложно понять, поэтому вполне вероятно, что будут ошибки именно в этих заданиях тоже у детей. И да, вот если как бы вот эту же тему продолжая, то есть ты понимаешь, что если, предположим, проводилось на юге нашей страны, да, данное исследование, конечно, детки видели, да, и знают больше и разновидностей плодовых деревьев, и разновидностей цветов, чем дети, которые проживают на севере в районах, да, вечной мерзлоты. Вот это вот нами тоже учитывалось. Некоторые задания, согласно методике, требовалось проводить с детьми индивидуально, а некоторые в групповой форме. При проведении исследований в групповых диагностиках часто возникал вопрос о размещении детей. Разработчики НИКО считают, что дети должны сидеть за индивидуальными столами. При этом столы должны быть далеко расставлены друг от друга, чтобы дошкольники, ну, вроде бы как не подглядывали и не копировали, да, хотя у деток было ограниченное время, да, и каждый из них все-таки старался смотреть именно в свои тетрадки, в свои рабочие зоны, в свою рабочую тетрадь. У специалистов по детской диагностике возникал вопрос, если все дети должны сидеть отдельно и на отдаленном расстоянии, в чем тогда смысл именно заключался-то групповой диагностики, да, то есть зачем именно, как бы, почему эта диагностика называлась групповой, как бы, в чем был ее действительно смысл. Предложение по улучшению измерительных материалов. Значит, вот мы здесь выделили следующие моменты. Ну, то есть как раз с учетом всего того, что мы сейчас озвучили, да, что негативные какие моменты были, то есть их нужно исправить. То есть детализировать наглядный материал, может быть, породы собак показать, да, или животных, какие были использованы. Может быть, увеличить картинки, чтобы дети все-таки могли их рассмотреть. Ну и заменить, возможно, заменить черно-белые картинки, либо их как-то улучшить качество. Подробнее описать обработку результатов заданий, особенно творческих, где оригинальность необходимо оценить. Ну и чтобы у нас была возможность зафиксировать все-таки нестандартные ответы детей. Да.
Нестандартное по мнениям разработчиков. Да, нестандартное по мнению разработчиков. И вполне логичное по мнению детей самих, их воспитателей и родителей. Наклейки временной последовательности тоже конкретизировать необходимо, поскольку мы уже говорили, что они не соответствуют последовательности. Ну, задание, опять же, где 2 карандаша было, тоже просто заменить формулировку саму, чтобы просто карандаши. Ну и укрепить, наверное, листы перекидного материала, календаря, как они называют разработчики, чтобы они не настолько, чтобы, точнее, они были прочнее по качеству. Недостатки к самой электронной системе. Ну, были такие недостатки, что нам необходимо было показать 100% заполняемость анкет, то есть отметить галочками все необходимые пункты. Все пункты. Да. К удивлению, когда мы заполняем вроде все пункты, у нас не всегда система выдает 100%. Почему? Мы не понимаем. Мы отсылаем, делаем скриншот, отсылаем разработчикам. Разработчики не могут нам объяснить, почему так тоже происходит. Поэтому есть какой-то то ли сбой в системе, то ли система что-то не учитывает. Поэтому здесь нам сложно сказать, но мы рекомендуем разработчикам обратить на это внимание. Личные кабинеты, к сожалению, почему-то у нас так получилось, что некоторые персональные данные от одних специалистов перетекли к другим, и в наши личные кабинеты могли входить другие люди. Как так получилось, мы тоже не знаем. Возможно, это тоже технический сбой. Специалисты по детской диагностике по каким-то причинам не могли получить доступ в личные кабинеты, и им приходилось связываться с федеральной службой, что тоже затянуло немножко время внесения данных в общую систему. Общие предложения. Общие предложения. Какие могут быть вообще, исходя из того, что мы вам сейчас озвучили. В электронной системе, в заданиях на логическое мышление обязательно необходимо добавить пункт «Ответы детей», чтобы мы могли записывать комментарии, может быть, какие-то пояснения детей по поводу их ответов. Если вообще вся эта система предполагает какое-то логическое объяснение и какую-то трансформируемость детских ответов. Тем более, что один из пунктов был направлен на творческое мышление. А вот как раз по детским ответам даже можно проследить вот это творчество, есть оно вообще или нет. Да? Насколько ребенок мыслит, стандартно или нестандартно. А тут получается, если все шаблонизировано, то есть нужен только именно тот ответ, который предполагается разработчиками, то здесь уже ни о каком творчестве, я бы сказала, что речи не идет. Но это мое личное мнение. И очень эта система, напомнила специалистам, которые знают, ВПР в школе, в начальном звене, где точно такая же шаблонизированная система ответов, именно детей начального звена в школах. Ну, это ты знаешь, поскольку в начальной школе, больше связываешься с начальной школой. То же самое могу сказать по школе, по ЕГЭ, по АГИА или АОГЭ, как оно сейчас называется. Точно так же в тестовых заданиях есть конкретный ответ, который дети должны указать. Здесь, в общем-то, очень похожая система. Тут тоже нужен конкретный ответ. И влево-вправо не какие-то там уже отступления считаются фактом таким, что можно снизить баллы. К сожалению, это мы бы отметили как минус данной системы. В электронной системе в нейродиагностике лучше отдельно оценивать задания, потому что дело в том, что кто еще не в курсе, и были в нейродиагностике задания, которые проводились в тетрадочке, а некоторые задания нужно было проводить, допустим так, стоя, сидя, ползая в свободной деятельности. И поэтому время, которое просит заполнить электронная система, оно обозначено одно. Поэтому здесь тоже возникают сложности, как прописать это время. Потому что просто в минутах его указать нельзя. Так неправильно по системе, а система сразу дает сбой, не считает это задание выполненным вообще.
Добавить рекомендации к заполнению электронных бланков результатов. Так, на данный момент они, в общем-то, отсутствуют. И приходится в связи с этим связываться с технической службой. Но, слава богу, специалисты достаточно быстро отвечают в федеральной службе, Да. поэтому... Техподдержка, конечно, была великолепная, да, у Москвы, и помогали нам в любое время дня и ночи, да, то есть нужно было связаться, и в позднее время мы связывались, то есть в этом плане, конечно, поддержка была отличная. У нас появились такие интересные варианты ответов детей, что дети не просто предлагали, что не просто выполняли наши задания, но вот у Юлии Владимировны был такой пример, что ребенок ей принес диагностику. Да, он, видимо, как-то вот, может быть, в один из дней, да, как-то не посоветовался, а как-то узнал у детей, естественно, детки делятся, что они делают, зачем эти тети с Сыктывкара вообще приезжали. Вот. И был один мальчик у нас в городе Воркута, в 37-м детском саду, который предоставил мне диагностику свою, с разработанными своими заданиями. И пока Юлия Владимировна Карманова их не выполнила по его просьбе, он не приступил к диагностике моей, которую мы ему, как специалисты по детской диагностике, предлагаем. Было это очень оригинально сделано. И, к сожалению, вот, да, никуда нельзя было загрузить вот данный фотофакт диагностики ребенка, что, естественно, говорит как-то, да, вот о нестандартности, да, поведения и мышления. Такое. Ну и о творческом проявлении, в том числе. Да, и о творческом проявлении. Очень можно было много сказать с психологической точки зрения, да, глядя на задание, которое предоставил ребенок. Но очень хочется надеяться, что Москву это заинтересует, вот данный факт. Потому что, хотя в электронные бланки мы это внести не смогли, но апробационные отчеты мы это все равно все прописали. Надеемся, что федеральная служба тщательно изучит наши отчеты и все-таки примет во внимание такие интересные доводы детей. Ну и общие рекомендации, предложения по совершенствованию вообще всего организационного процесса. Мы бы очень хотели, чтобы согласовывались сроки проведения исследований, федеральная служба именно, да, и чтобы они достаточно быстро нам как-то сообщали. Ну, слава богу, мы сейчас в электронных кабинетах видим, какие сроки назначены, но сроки, как правило, отодвигаются во времени. Либо заявлена тема, допустим, вебинара, не в полном объеме, с нашей точки зрения, конечно, раскрывает тематику. Поэтому нам бы хотелось, чтобы сроки согласовывались не только с нами в личных кабинетах, но и с региональными властями, потому что... Ну и властями тоже, да. Потому что это идет все-таки через министерский приказ, а нас спрашивают в назначенное время, где отчет, а мы не можем его предоставить только потому, что федеральная служба, она перенесла сроки. А в наших приказах указаны конкретные сроки были, к сожалению. Да. Ну и общий вывод, немножко усовершенствовать данную систему, причем и бумажные варианты, и электронные варианты. И, в принципе, я не знаю, как вам, работа с детьми в данном направлении нам была очень интересна. Это ярчайший опыт. И детские сады провели огромную работу вместе с нами. И постарались и дети, и родители. Все приняли самое активное участие. Все были очень увлечены данным мероприятием. Хочется еще раз сказать, да, всем огромное спасибо детским садам за организацию. Да, спасибо. Да, тут я еще вспомнила одну вещь, что некоторые дети, которые не принимали участие в исследовании, то есть родители которых не дали согласия, дети были в шоке. Ну не в шоке, когда... В шоке, некоторые в шоке. Почему одних детей берут куда-то, и они приходят потом оттуда довольные, с кучей эмоций, а почему нас не берут? Но родители и воспитатели детям говорили, что мама ваша согласие не дала, чтобы вы поучаствовали. Естественно, я представляю, что будет потом, когда ребенок
встретится с мамой и скажет: мама, почему ты не дала мне согласие, чтобы я участвовала в чем-то интересном. Да, где еще раздают такие интересные Да, значки. где еще раздают интересные значки, поэтому И наклейки. Тут, конечно, нюансов было много интересных. 11 декабря прошлого года состоялся вебинар, по которому были предварительные результаты от федеральной службы озвучены. К сожалению, там Республика Коми открытым так текстом мало где фигурирует, там просто в общие данные даются, да, процентное соотношение выполнено, не выполнено, а что конкретно и по каким заданиям мы до сих пор пока еще не знаем. Ожидаем. Ожидаем, да. Очень хочется надеяться, что данная информация придет от федерального, да, вот, разработчика. Ну и еще раз напоминаем, что в личных кабинетах у специалистов появилась запись о том, что все исследования должны быть, результаты исследований должны быть предоставлены до 1 марта. Надеемся, что это уже окончательные сроки, и все-таки мы узнаем данные по данному направлению. Возможно, мы с вами встретимся еще раз в дальнейшем, уже с более уточненными данными. И хотим вам еще одну такую вещь озвучить, что с 26 по 28 февраля Институт развития образования проводится стратегическая конференция. В рамках юбилейных мероприятий, посвященных, да, юбилею КРИРО. Одна из площадок будет дошкольная и, возможно, будет посвящена вопросам исследования качества дошкольного образования. Поэтому даже некоторых моментов, может быть, мы еще пока вам озвучивать не будем, пока оставим это до конференции. Если вдруг что-то поменяется и какая-то тематика будет изменена, то мы проведем вам дополнительный вебинар, в котором будем немножко конкретизировать, скажем, ошибки или недочеты, которые были по заданиям детей. Спасибо за внимание. Спасибо большое, коллеги. До свидания. Дальше.